Как-то на рубеже 20 века, в конце, это было в 1999 году, очередной раз для того, чтобы получить ответы от Бога Всевышнего на свои вопросы, я поехал в горы для уединения. И в этих горах, в одном из местностей, жил, временно занимаясь скотоводством, один из моих родственников по матери, и пожилая женщина, которая к этому часу уже была больная, и ее забрали. Дом пустовал, в котором жила пожилая женщина. Я первую ночь провел у родственника своего, а он любитель был спорить. Ныне нет в мире и того, и другой. Обе они в том мире. Этот родственник постоянно любил по пустякам спорить, без всяких знаний на то. Поскольку он сидел некоторое время в тюрьме, а отсидевшие в тюрьме, они набирают воровских, каких-то паханских привычек. Вот. И на другой день я решил перейти чуть ли недалеко расположенный дом, в котором жила пожилая женщина, родственница, который пустовал. Когда я собирал свои вещи, мой родственник говорит мне, что, мол, старушка жаловалась, что там ее постоянно тревожат джинны, что в этом доме джинны водятся. Но я ему говорю, больше джинна, чем ты, наверняка там нету. Собрал свои вещи и пошел поселиться в тот пустующий дом. Там я разложил свои вещи, Коран, который был со мной, почитал Коран, пока устали глаза, и уже к вечеру уже стало темно, у меня там свечка зажженная, рядом с койкой бабушка, видимо, любила печку под боком, вернее, чтобы не мерзнуть. И перед печкой хворост сухой. Ну, пожилая женщина орудовать топором или чем-то рубящим не могла, и то, что ломалось ее руками, она и собрала, положила перед печкой. Уже этот хворост настолько высох, что шелестел от притрогивания. Ну, я почитал Коран, пока не устали мои глаза, закрыл глаза и немного решил отдохнуть. Когда я закрыл глаза, хворост начал шевелиться, как будто какая-то живность возится в этом хворосте. Слышен был шум хвороста. Когда я, не шевеля головой, только открывал глаза, этот шум прекращался. Шорох прекращался, движение прекращалось. Я закрываю опять глаза, и сразу же начинается вот это движение. И так я несколько раз это проверил. Потом я присел и сказал: я гость на этой земле, как и вы. Если у вас есть дело ко мне, то явитесь предо мной. Если же нет, то оставьте меня в покое. И после этого
всякое движение, всякие такие помехи для меня прекратились. Я провел в этом доме несколько дней, читая Коран, размышляя, не выходя из комнаты. И никаких помех мне не было, поскольку джинны, те же души, которые живут на земле, люди, они же после смерти обретают покой, и они пребывают на земле определенное время. Некоторые имеют такие же черты, как люди преступные, зловредные, и они в допущении Бога Всевышнего вселяются в людей, возмущают их, делают свои дела. Что касается людей, которые во плоти и при душах живые, неугодные Богу Всевышнему, то есть непокорные, несмиренные перед Богом Всевышним, они более зловредны, чем те, которые не имеют плоти. Потому их называют в чеченском языке Адам Иблис, в русском, чеченском, как в чеченском, человек-сатана или человек-дьявол. А в испанских и некоторых языках диабло эль торнадо. То есть души преступные, зловредные. И такие люди никогда не прислушиваются к голосу разума. Никогда. Как только они услышат голос разума, их души возмущаются, их души восстают, они бунтуют. Так происходит ныне на этой земле. Как только проявляется голос разума, как только услышат голос разума, вот эти зловредные люди начинают бунтовать, возмущаться, вредничать, совершать преступления, злодеяния. Особо отличаются в этом плане кавказские народы, конкретно более ярко выражено это чеченцы, ингуши. Чеченцы, ингуши я имею в виду и тех, которые живут в Чечне, в Дагестане и в Грузии. Ну, естественно, те, расселившиеся по всему миру. Они более возмущаются, когда услышат голос разума. Они протестуют против голоса разума. Также и ингуши тоже, за исключением небольшого числа, которые можно пересчитать на пальцах. И в Чечне, и в Ингушетии, и по всему миру. Их можно просто пересчитать на пальцах. Людей разумных, людей смиренных перед Богом Всевышним. Недавно случился конфликт в России между дагестанским евреем Керимовым, ингушским Барахоевым, который якобы тоже с Керимовым, депутаты якобы, или сенатор, а не кто там, и также кадыровскими бандами. Случился конфликт из-за чего? Из-за того, что некая мадам, у которой зачесалась между ног, решила найти того, который почешет ей это. То ли армянские евреи, то ли азербайджанские, я в них не разбираюсь. Факт, что она бросила мужа, 7 детей своих, и с одобрения Кремля решила расторгнуть брак со своим мужем, забрать какую-то фирму со своим благосостоянием, несколько там миллиардов, там 7,5 или сколько-то миллиардов.
Я в такие детали стараюсь и не вникать, поскольку мне это абсолютно неинтересно. Деньги, богатство, царство – это вся мерзость. Поэтому я ими не интересуюсь. Но вот люди, которые интересуются этим, которые желают их, они умеют читать и перечислять их. Я в этом плане не знаток и не хочу быть таковым. Поэтому не буду даваться подробности насчет состояния, там, насчет этих людей. Факт, что они все сионистского происхождения. И со стороны Ингушетии, и со стороны Чечни, и со стороны вот тех Кимов, женщина якобы Ким, Инченкин или Кин, или как там. Вот между ними произошла стычка. Делимхану, чеченские банды Кадырова утверждают, что якобы ингуш охранник этих Кимов первым начал стрельбу, потом кадыровский бандит, член банды, расстрелял ингушей из охраны. В первую очередь резонный вопрос. Кого защищали ингуши? Кого? Отца свою, мать свою, дядю, родину. Кого они там защищали? Жидовскую эту клику, Керимовых, Кимовых там и прочих. Жидовскую, обычную, сионистскую. И на кого напали Кадыровы? Те же самые бандиты, те же самые сионисты Чечни. Также на тех же сионистских бандитов, собратьев своих. За что? За деньги, за богатство. Это ради Аллаха. Смерть этих двух ингушей и убийство теми этих двух ингушей, это что, ради Аллаха? Ради джихада? Нет, это ради сатаны. На пути сатаны, на пути Ахматя те совершили убийство, и на пути своего сатаниста, там, Кимовых, ингуши поставили себя. Если бы удалось, они убили бы и Кадыровых. Тут без разницы, кто кого убил. Факт, что произошло убийство и говорильня между чеченцами и ингушами. И также злорадство для сионистов. Сионисты злорадствуют, что чеченские ингушские сионисты, сатанисты, начали между собой стрельбу. Те сионисты Кремля, Израиля радуются этому. Сионисты всего мира радуются этому. Что вот-вот чеченцы, ингуши будут между собой воевать, уничтожать друг друга. Ну почему бы вам не исполнить волю сатаны, сионистов? Почему вам не умереть ради сионизма и сатанизма? Зачем вам жить? Там вам сионисты предоставят свой рай, полное богатство там долларов, евро или там рублей. И вы успокоитесь сами. Не будете будоражить мир. Может, это будет лучше для вас. Как-то в прошлом одного чеченца, которого убил Буданова, встречали массовым шествием. Ну, убили Буданова, ну, хорошо. Буданов изнасиловал девочку, убил ее. Заслуживал он смерти. И больше заслуживал.
Sırdaşı. Zavaz vatla var bana. Und nabatiere lüret ahosh, balisi chwahosh, lüdi hatana chwak, volchunizi musuliste bu emtezna ara volchunichde. Shavolchun ara volidats. Da mawal mabutik enja, ashidyu chu ahosh ajumokiri. Town est, odstagen ayesti. Zum есть шербахатош. Будет тюдер. Вой стагмет белчаошду, база фирду, есть чан, тасметит олсадовчан. Сул умшах избах, сахибах, хомичо ялцманя, али шахид фили хакдош, войшвац бинен. Вот эти ингуши, кого они там защищали? Они что, пошли убивать туда тех, которые изнасиловал женщин Ингушетии, девочек Ингушетии? Или они защищали там своего отца, мать, родню, родину свою? Кого они там защищали? Это Романов двор в 900 метрах от Кремля. Московский бизнес-центр стал местом нешуточной разборки, вспыхнувшей на фоне громкого бракоразводного процесса в российской бизнес-элите. Владислав Бакальчук, муж Татьяны Бакальчук, основательницы гигантской онлайн-площадки Wildberries, пришел в офис компании, сопровождаемый соратниками по бизнесу Сергеем Ануфриевым и Владимиром Бакиным и крепкими парнями, в их числе каратист Абубакар Мистоев и бойцы ММА Умар Чичаев и Рашид Кадзоев. Бакальчук пытался проникнуть в здание. Охрана остановила их, завязалась потасовка со стрельбой. В результате инцидента один погибший и 3 раненых, в том числе 2 полицейских. Около десятка участников конфликта задержаны, причем некоторые из них оказывали сопротивление. Владислав Бакальчук заявил, что на него и его команду пытались напасть, назвав произошедшее не иначе, как масштабной провокацией. Татьяна Бакальчук увидела в действиях мужа попытку рейдерского захвата компании. Сегодня в республику по предварительной информации чартерным рейсом доставят тела 2 наших земляков, погибших во время стрельбы в бизнес-центре Wildberries в Москве 18 сентября. Похороны пройдут в их родовых селениях Далаково и Кантышево. Ислам Эль-Мурзиев и Адам Алмазов работали сотрудниками охраны бизнес-центра. Еще 3 жителей Ингушетии, спортсмены Абубакар Мистоев, Рашид Кадзоев и Бекхан Аздоев получили ранения и проходят лечение в московских больницах. Накануне в Wildberries прошел день траура по погибшим сотрудникам. Генеральный директор ритейлера Татьяна Бакальчук выразила семьям погибших соболезнования. Цитата. «Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, сыновей и братьев. Мы обязательно окажем им необходимую поддержку. Давайте помолимся за души ребят, кто как умеет и как может». Напомню, стрельба в офисе Wildberries началась в среду после полудня. По заявлению Татьяны Бакальчук, это была попытка рейдерского захвата, причем сразу нескольких офисов компании. Неизвестные люди под руководством Владислава Бакальчука ворвались в офис и начали бить стекла и ломать двери.
Следственный комитет завел дело по 5 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В тот же день были задержаны и допрошены 27 человек по делу о стрельбе в бизнес-офисе ритейлера. Басманный суд Москвы арестовал 6 из них. Это Сайфулаев, Коноплев, Нурматов, Канаев, Ефремов, Мажитов. По информации РИА Новости, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 ноября. Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов. Его доставят в суд сегодня, где и изберут меру пресечения. Никого. Они по зову своей жадности пошли зарабатывать деньги, служа сионизму, сатанизму, поскольку они сами из этой когорты сионистов-сатанистов. Все, кто любит деньги и умирает за деньги, есть из той же когорты сионистов-сатанистов, детей сатаны, враги народов и враги Аллаха. Я это говорю истинно. Враги Аллаха. Никак не рабы Аллаха, не мусульмане и не христиане, а сатанисты, сионисты, чистых крови. Как с чеченской стороны, так и с ингушской стороны. Керимов, якобы миллиардер от дагестанцев. Думаете, что он дагестанец? Нет, он еврей. Керимов еврей. Как и Кадыровы, как и Барахоев, который представляет Ингушетию где-то там в доме или где-то. Сионисты, сатанисты. Иначе бы они там не были, иначе бы они не воровали, иначе бы они не провоцировали конфликты. Они сионисты, сатанисты, самые мерзкие, пошлые люди. Людишки даже, не люди, а людишки. Самые мерзкие и пошлые. Почему такое явление сейчас происходит? Прежде всего, надо знать, что все на земле и Вселенной, во всех мирах у Бога отсчитано. Все дела, вещи имеют свои пределы. Предел нынешнему положению, нынешнему путинскому управлению, наступает предел. Предел мировому господству сионизма, сатанизма наступает предел. Поэтому такие вещи происходят. Еще недавно, когда Путин был живой, я говорю живой, вот Соловей всегда утверждает, что Путин лежит в морозильнике. Некий Жирнов, КГБшник, ныне агент во Франции от ФСБ, пику Соловью утверждает, что Путин живой, он тот же самый. Это не так. Тот Путин, который был первый, был убит, вместо него был другой Путин, и тот же самый второй Путин, двойник тоже в холодильнике, как утверждает Соловей. А уж этот третий человек, представляющий Путина, он как раз вот есть тот слабое звено в том воровском жаргоне решала. Слабый. Он якобы приезжал к Кадырову с тем, чтобы он, значит, не трогал эту фирму Кима, чтобы он оставил, как они там решили, присоединить его к каким-то там каримовским бандам. И якобы предлагал деньги Кадырову, $1 миллиард. Но это им лучше знать, сколько это было. Якобы Кадыров не захотел миллиарда этого, хотел больше, 7,5, там еще что-то такое. И вот посещение Путиным двойником Чечни,
как бы вот при внимательном взгляде выдает того двойника. Если кто посмотрит, тут некоторые материалы я сегодня искал, чтобы привести здесь. Но все эти материалы, где дядя вот Кадырова, который Магомедом называется, презрительно смотрит на этого двойника. Презрительно. Он даже, там говорится, что он не стал задерживать Путина, в принципе, и даже не здоровался с ним. И смотрит все время так презрительно на этого двойника Путина. Приездом. Мой друг, ваш родственник, близкий. Для меня друг. Я уже Рамзану говорю, я очень хорошо помню его лицо. И когда он сердился, и когда улыбался. Очень выразительный человек. Очень талантливый. Очень порядочный, преданный человек. Преданный своей малой родине, большой родине. И, конечно, настоящий мужчина. Очень мужественный. Очень мужественный человек. Настоящий боец. Много сделал для чеченского народа. Я думаю, что в значительной степени спас чеченский народ. Этим подчеркивается, что он, этот двойник, не представляет для них никакой серьезной угрозы и власти. И то, что рядом с Кремлем устроили перестрелку, опять-таки подтверждает то, что они не чувствуют путинской власти уже в Москве и в России. Они тем даже подчеркивают тому близкому окружению этого двойника Кремля, что они знают, что того реального Путина нету в живых, что они равны уже, равны. Банды Кремля и банды Чечни и Ингушетии, они уже равные. И тут уже у кого больше будет силы, у кого больше будет наглости завоевать верховенство. Это косвенное доказательство тому, что того Путина, двойника, второго уже, нету живых. Есть третий двойник, которого не уважают и не ценят представители местных банд Чечни и Ингушетии, а также и в России, которые в курсе этих событий. Они уже не уважают этого двойника, потому себя ведут вольно. Теперь, значит, средства массовой информации стараются раздувать огонь между Чечней и Ингушетией, чтобы они вцепились друг в друга и уничтожили. Такова цель издавна у сионистов. Уничтожить ингушей, чеченцев, дагестанцев. Когда-то еще здесь в интернете гуляла программа, это видео, которое назывался «Дичь». Дагестан, Ингушетия, Чечня. Дичь. Построение каганата на этих землях. Хазарского каганата. Теперь уже программа более расширена, аппетит уже больше развился у сионистов. Теперь уже и Украину, Крым, Ростовский, Краснодарский, Ставропольские края, Кавказ и дальше от моря до моря. Аппетиты уже более расширились, и они стали более откровенны, поскольку у них есть прислужники, защитники в лице Кадырова, в лице вот этих ингушских наемников, дагестанских наемников, осетинских, кабардинских, всех, которые сегодня, защищая интересы сионизма, сатанизма, фашизма, за деньги воюют между собой, уничтожая друг друга. Они за деньги заставляют их самих уничтожать самих себя. Уничтожать самих себя. За деньги. А что такое деньги? Пусть каждый, кто жаждет этих денег, возьмет станок себе сделает и пусть штампует их эшелонами.
дай нарицательную цену этому фантику, и он будет тебе рублем, долларом, и там, евро. И тому же сионисты, дав награбить эти деньги, собрать богатство в деньгах, в один момент, в один час превращают их в мусор, как сделалось несколько раз в России, в Советском Союзе и потом и в России. Деньги не имеют цены. Вот честь и совесть имеют цену. Честь и совесть, они вечны. Деньги приходящие. Они есть, их нету. Это нарицательная ценность, богатство. Назвали рубль рублем. Но потом, оказывается, он не рубль. Он деревянный уже. Я всегда стараюсь волей Бога Всевышнего упредить, прежде чем что-то произойдет. Люди, которые называются народами, сами себя втягивают в омут. Всевышний Бог, Аллах, проявляет свое недовольство катаклизмами, которые повседневно, ежечасно происходят на земле. Даже в Мекке, в том святом месте, где стоит Кааба, происходят катаклизмы. По всей России, по всему миру катаклизмы. Всевышний Бог проявляет недовольство, демонстрирует свое недовольство, показывает, что гнев его усиливается, и будет жестокое уничтожение на земле. Очень жестокое. И не будет ни денег, ни царей, ни князей, ни парламентов, ни президентов, ни королей и прочих швондеров, ни директоров даже. А будет после очищения земли Царство Бога Всевышнего, который непосредственно будет управляться Богом Всевышним через своего посланника. Через своего посланника. Никаких денег, никаких личных богатств, никаких руководителей, президентов, королей, богачей. Только Бог и Его Царство, и Его народы, равные народы, единый народ, Божий народ, в единой религии и ничего более. Это обещано и в Коране, что наследуют землю рабы его. Это было сказано и в псалмах, и через других пророков. А слово Бога Всевышнего крепкое. Это не слово царя или там короля, который не крепче гороха, а слово Бога Всевышнего, он крепкий, он сильнее и мощнее вселенной, всей вселенной. Слово Бога больше, во много раз, миллиарды, триллионы раз больше вселенной, крепче вселенной, мощнее вселенной. А люди считают, что деньги – сила, Ахмат – сила, Путлер – сила, или какой-то там Презик – сила, какой-то там кумир – сила. Нет. Сила и мощь только у Аллаха, исключительно у Аллаха. Если же не успокоятся ингуши и чеченцы, то ожидается их уничтожение. Между собой они уничтожат, да еще придут, помогут им уничтожиться. Со стороны придут, еще дополнительно уничтожат. Подумайте, граждане, чеченцы и ингуши, подумайте, прежде чем обосраться, иначе вы не поймете, иными словами вас не разуметь. Прежде чем обосраться, подумайте,